площади символом государственности, флаги Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, флаг города Якутска. Флаг Российской Федерации несет Николай Бондарь, студент второго курса Горного института, активист первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Флаг Республики Саха-Якутия несет Артем Шарин, студент второго курса Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, активист первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Флаг окружной администрации города Якутска несет Юрий Рахматуллин, студент второго курса автодорожного факультета Объединенного студенческого совета, активист Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. Театральное искусство прочно утвердилось на нашей северной земле. Республика Саха-Якутия сегодня один из ведущих центров театральной России. Наши театры номинанты высоких наград на разных театральных заслуженных России и мира. Мы гордимся победами наших театров на всероссийских и международных фестивалях. Театральному искусству республики ура! Сегодня мы чтим память тех, которые стояли у истоков театрального искусства Якутии. Это Алексей Молоковский, Эксекулех Алексей, Василий Никифоров Кулумрур, анималист Сафронов Аламба, Платон Аюрский, Николай Неустроев. Сохраняя достижения театров прошлых лет, дать новый импульс новым свершениям и победам. Sayahat sarsını, sarsın sanatları, sağlıklar sayıdalı, sargılar ayaklar, sargıyalı salalımlar, dönemi tamam, ülketin. От подножья Парнаса до рощи телефона ты услышишь их песен пленительный звук. Ты увидишь их танец в лучах Аполлона с атрибутами разных искусств и наук, вдохновляя поэтов, артистов, ученых. И сегодня слетают они с высоты. 9 юных богинь, 9 муз просвещенных, 9 символов разума и красоты. Саха Республикатын театральное искусство да саргылана сандардын, туз кулана уруйтаннын. Уруй! 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 Театру быть, театру жить, театру подняться ввысь. Высокое несите святое имя театр. Господа артисты, слушайте и дарите людям радость и добро. Театру быть! Ура! Serge duhadın uykuna, uyanmak gerekir sanatın bu yanına. Ура! 2019 год указом главы Республики Саха-Якутия объявлен годом консолидации. Главные цели года консолидации – укрепление взаимного доверия
в обществе, вовлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни. Наша общая цель – процветание Якутии. Успешный, счастливый человек – основа сильной республики. Приветствуем Ассамблею народов Республики Саха-Якутия! Ура! С 25-летним опытом работы Ассамблея, ставшая за эти годы одним из ключевых институтов гражданского общества Республики. В общественно-политической жизни Якутии роль Ассамблеи существенно вошла. Так, в ее состав входят более 70 общественных организаций. Трудовые династии города Якутска. Ученая династия семьи Башаевых. Новые глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергей Николаев. Ümitullah Saka senin yolu herkese. Gündüzü kalıyor, yapışmak patladı. Ümitullah generalına gündüz olursa. Bu kadar giden büyüklü, bölümle, günle, günle. Vay bırakına, yediğini istendik, erdirini kapıda. Sakın senin yok mayın. Уважаемые якутяне, жители города Якутска, гости столицы, уважаемые ветераны, дорогие друзья, искренне поздравляю всех с праздником весны и труда. Вся Якутия сегодня встречает 1 мая, праздник жизнелюбия и товарищества. Во всех городах и селах Якутии тысячи и тысячи людей вышли на праздничные демонстрации, митинги, народные гуляния. Это наше единство, единство многонационального народа Якутии, народа труженика, народа созидателя. Это наша гордость, гордость за многие поколения якутян, которые веками строили и развивали Якутию. Их трудом прорастала мощь всей нашей великой России. Друзья, сегодня нам есть чем гордиться. Наша республика экономическим ростом на Дальнем Востоке. 18 планов региональных превысили 1 миллион рублей. Поставлены небывалые рекорды, добывающие крупные промышленные и социальные объекты. Построено свыше 530 тысяч квадратных метров нового жилья. С каждым годом нас, якутян, становится больше, растет продолжительность жизни. Мы гордимся успехами жителей республики в производстве, гордимся достижением в образовании, науке, культуре и спорте. Наша глава
будут квалифицированные кадры, рабочие руки. И в первую очередь зарплатой должна быть доступна жителям Якутии. Приоритет трудоустройства якутян во всех отраслях – это наша ключевая позиция. Защита человека труда, создание новых рабочих мест, условий для непрерывного обучения якутян, рост предпринимательства и совершенствование системы оплаты труда – эти задачи стоят сегодня перед нами. В нашей трудолюбивой, богатой ресурсами республики каждый человек будет иметь гарантии благополучной жизни. Дорогие друзья, в этот праздничный солнечный день я хочу поблагодарить вас всех, молодежь, трудящихся, наших регионов, жителей промышленных и сельских районов, жителей суровых. Вашим трудом и заботой развивается наша прекрасная республика, наш общий родной дом. Вместе будем работать для успеха и процветания республики, чтобы наши города и села стали краше и лучше, чтобы все якутяне от мала до велика жили счастливо в родной Якутии. Отличного праздничного настроения, дорогие друзья! Успехов, высоких достижений, счастья и радости! Да здравствует 1 мая, праздник весны и труда! Тургурдун, Юля Сасбрагнега! Слава всем трудящимся! Уруй, Айхал, Юляйдону! Тургурдун, Сахамысире, Дойдумут, Улу, Россия! Пусть процветает Якутия и наша великая страна Россия! С праздником! Ура! Гарантия, уверенность, успех! Ура! Идет по стране Первомай, родная 17-я процветай! Ура! Приветствую коллектив основной общеобразовательной школы номер 18. Руководитель Петров Алексей Кузьмич. Образование, творчество, успех. Ура! Новые открытия! Ура! Встречаем общеобразовательную школу номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, руководитель Аргунова Ульяна Алексеевна. Образование, гарантия, уверенность, успех. Ура! Первомайский привет в общеобразовательной школе номер 23 имени Малышкина Владимира Ивановича, руководитель Охотский Георгий Афанасьевич, учетный работник общего образования Российской Федерации. Встречаем общеобразовательную школу номер 24 имени Семена, руководитель Ирина Стрельцова. Пускай город Аллахтах Таран, Желчит Таран. Это Табуллах, Сахар Республика Тензарская. Уважаемые жители столицы, дорогие якутяне, уважаемый Алексей Сергеевич. От имени Государственного собрания Илтуна Республики Саха-Якутия сердечно поздравляю с праздником весны и труда. Первомай поистине всенародный праздник, который демонстрирует наше общее стремление радоваться, жить и трудиться на родной земле. Желаю каждому из вас надежду на лучшее будущее. Главной составляющей праздника 1 мая было и остается труд и защита трудовых прав. Движение солидарность трудящихся началось с перехода с 15-часового рабочего дня на 8-часовой рабочий день. 130 лет назад, в 1889 году, Парижский конгресс Второго интернационала объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся всех стран и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями
века россияне, сплоченные одним движением за признание неотъемлемого права человека на достойные условия труда, на лучшие условия жизни, праздновали День международной солидарности трудящихся. Сегодня 1 мая – это день-праздник, это праздник весны и труда. Вопросы труда и социальной защиты населения, создание законодательных основ реализации социально-трудовых прав и свобод граждан являются приоритетными задачами Государственного собрания РСФСР. В декабре 2018 года по инициативе главы республики Александра Сергеевича Николаева парламент принял закон о стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года с видением до 2050 года. Ключевой ценностью стратегии является человек. Его основной целью создание благоприятных условий для жителей нашей республики, чьи интересы мы обязаны защищать. По-прежнему острыми остаются вопросы социального обеспечения наиболее уязвимых категорий населения. Малочисленных народов севера, жителей сельской местности, многодетных семей, молодежи, людей пенсионного возраста, детей-сирот, которые в первую очередь нуждаются в государственной поддержке. В условиях ограниченности бюджетных средств наиболее острой становится проблема сокращения штата бюджетных учреждений, обеспечения роста заработной платы. Как высший законодательный, представительный и контрольный орган, парламент отвечает на серьезные вызовы времени. Инструмент идет направлением планомерного преодоления шоков, негативных последствий. Мы, народные депутаты, настаиваем на обеспечении государством стабильного уровня занятости населения, эффективной борьбы с бедностью, полноценной защиты прав трудящихся. Опираясь на опыт работы предыдущих созывов, мы создаем законы, направленные на обеспечение достойной жизни и свободное развитие человека. Действовать во имя благополучия и процветания родной республики и нашей великой Родины Российской Федерации, народа, вот наша цель и главная задача. В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и отличного весеннего настроения. Тургурдун Юлек, Тургурдун Эе, Кэхмай. Да здравствует мир, да здравствует май, да здравствует труд. Правительство Республики Саха-Якутия, руководство и депутатов Государственного собрания ИЛКУПЭ Республики Саха-Якутия, сотрудников администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства республики, аппарата Государственного собрания ИЛКУПЭ Республики Саха-Якутия. 2019 год объявлен Республикой Саха-Якутия годом консолидации. Главной целью года консолидации и деления граждан институтов гражданского общества, бизнеса и местного самоуправления для повышения благополучия общества и человека. Да здравствует великая наша Россия! Ура! Слово предоставляется председателю Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Ким-Кимену.
нами было такое же чистое, солнечное небо, чтобы мы могли трудиться в мирных условиях. И я бы хотел поздравить всех непутям с наступлением весны. Безусловно, на основе Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Саха-Якутия у нас есть возможность свободно раскрывать свои способности, трудиться во благо нашей родной республики и нашей большой необъятной родины Российской Федерации. Действительно, для всех нас сегодня является важнейшей задачей реализация стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Я бы хотел, чтобы инициированный Индархан, законом, нашими народными депутатами, данный документ был для нас руководящим. И реализуя ее, мы все вместе с вами в 2022 году достойно встретим столетие Якутской Республики, а в 2032 году 400-летие вхождения Якутии в состав великого российского государства. В этот день я бы хотел поздравить профессиональные союзы, всех тех, кто защищает права наших трудящихся. И хочу поблагодарить всех тружеников нашей республики за их эффективный труд во благо нашей родной республики и нашей родины Российской Федерации. Да здравствует труд, да здравствует мир, да здравствует май! Ура, товарищи! На площади вступает колонна Общероссийского народного фронта в Республике Саха-Якутия, который проводит общественный контроль за выполнением майских указов президента России лидера Владимира Путина. На площадь вступают представители общественной организации «Совет отцов города Якутска». Возглавляет колонну председатель Анатолий Андреевич Кыршагасов. Сегодня Совет отцов возглавляется Федерации православных государств Республики Саха-Якутия и честным представителем Союза отцов воспитания мужчин. Сахаватселем Мохтовтора, Ляни Висячера, это Табалла ветеранов, Эгитне, Министерство Дорогие жители Республики Саха-Якутия, уважаемые ветераны, разрешите от имени Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия поздравить вас с Международным днем солидарности трудящихся, с праздником весны и труда. Ура! В 140 странах мира сегодня проходят первомайские акции. У нас в Российской Федерации, объявленной Федерацией независимых профсоюзов, проходит первомайская акция под девизом «Экономика в интересах человека труда». Мы говорим, что работающий человек не должен быть бедным. Мы защищаем интересы человека труда. И это должно быть так. Уважаемые друзья, в прошлом году при помощи Федерации профсоюзов мы добились увеличения минимальной заработной платы. И это дало очень хороший эффект. В Республике Саха-Якутия благодаря этому у нас минимальный размер оплаты труда увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прожиточным минимумом работающего человека. Мы говорим, что ежегодно необходимо индексировать оплату труда. Идет работа по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере. Уважаемые ветераны, мы благодарим вас за ваш труд, за вклад в развитие нашей республики и страны. Выражаем вам большую благодарность. Сегодня день
развития нашей республики и нашей страны. Мы все вместе должны трудиться во благо развития нашей республики и родной страны. Да здравствует 1 мая! Да здравствует человек труда! Да здравствует великая Россия и наша любимая республика! Руку на 1 мая! Ура! На площадь вступает колонна общественной организации «Совет отцов города Якутска». Колонну возглавляет председатель Анатолий Андреевич Кырджагасов. Сегодня Совет отцов города Якутска объединяет более сотни активных горожан. Своей главной задачей общественники ставят популяризацию отцовства, воспитание в мужчинах ответственности за семью, город и республику. Предоставляется государственному советнику Республики Саха-Якутия Андрею Савичу. Дорогие якутяне, когда я поднимался на эту трибуну, стояла маленькая гражданка нашей республики. Я спросил, как тебя зовут? Она ответила, Рада. Я сказал, я тоже рад. И спросил, чему ты рада? Она сказала, я рада весне, 1 маю. Поздравляю всех, радости весны и 1 мая. Ура! От имени всех деятелей культуры и искусства, от имени деятелей духовной сферы, я поздравляю всех жителей и граждан республики 1 мая. Праздником труда, праздником консолидации. Этим
мечами России и республики. Колледж бережно сохраняет свои традиции, используя передовой опыт, коллектив стремится к достижению новых высот в деле подготовки средних медицинских кадров. Ура будущим медицинским работникам! Да здравствует 1 мая! Праздник весны и труда! Ура! Будущее Якутии в руках трудящихся! Ура! Республики четким маршем, чеканя шаг, вступают учащиеся и работники Якутской кадетской школы-интерната. Директор Алексей Александрович Корякин. Кадетская школа является одним из лидеров республики по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Воспитанники школы участвуют и занимают места на военно-спортивных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня. Выпускники школы ежегодно поступают в высшие военные училища, а также учебные заведения различных силовых структур. Кадетам республики ура! Молодежь Якутии готова к великим делам! Ура! Мир, друг, май! Ура! Якутия – лучшее место на земле! Дружба и единство народов Якутии! Ура! Да здравствует год театра в Российской Федерации! Ура! Слава человеку труда! Ура! Якутия вперед! К новым вершинам! Ура! 1 мая – День солидарности трудящихся! Ура! Да здравствует 1 мая! Праздник весны и труда! Ура! Люди труда, богатство страны!
Они должны работать на каждого якутянина. Даешь якутянам закон о квотировании рабочих мест. Даешь якутянам выплаты отдельных наград. Да здравствует 1 мая! Да здравствует мир и труд! Ура, товарищи! Партия за справедливость. Ура! На площадь выступает колонна микрорайона «Автоваз» под руководством главы микрорайона Виктории Шилиной. Жителям микрорайона «Автоваз» ура! Слово предоставляется Якутия — наш общий город Якутск Сантане Владимировне Авксентьевой. Добрый день всем! С праздником! Здравствуйте, кавказцы! С праздником! Сегодня замечательный день. Он под стать нашему с вами настроению. Весеннему, праздничному, оптимистичному. Сама история этого праздника восходит своими истоками к борьбе трудящихся за свои права. И в этом году главный девиз первомайского шествия по всей стране за справедливую экономику в интересах человека труда. И это очень правильный лозунг в нашей жизни. Мы говорим о том, что мы вместе, что мы едины. И в год, который объявлен главой республики годом консолидации, мы все объединяемся для решения общих задач. Мы говорим о том, что нас беспокоит высокий уровень безработицы. Мы говорим о том, что нашей молодежи нужны рабочие места. И мы поддерживаем политику Илдархана о привлечении молодежи в промышленность. Жители города Якутска вносят свою посильную лепту в развитие нашей республики. И при нашем с вами Якутия становится одним из лидеров на Дальнем Востоке. Спасибо людям труда. С праздником! Привет, Села Пригородного. Руководитель управления села Ильберкин Петр Иванович. Село динамично развивается. Построена линия электропередач улиц Центральной, Озерной, Новой. Благодаря проекту «Народный бюджет» построены детские игровые площадки, мостовой переход через озеро, реконструирован сквер ветеранов войны. Пригородное село привлекательное для жизни человека. Жителям Пригородного ура! Да здравствует 1 мая! Ура! В составе колонны пригородного группа компании «Голуби». Компания «Голуби» 26 лет является бессменным поставщиком различной автомобильной техники
республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия Вячеславу Петровичу Алексееву. Поздравить вас с праздником весны и труда. Фундаментальные в стране являются традиционными ценностями. Родина, свобода. Именно приверженность этим ценностям при всем многообразии и понимании существенно повышает нравственные российского общества. Без привлечения активных представителей гражданского общества и просто людей на местах невозможно коренным образом улучшить жизнь в стране. Общественная палата Российской Федерации способствует конструктивному диалогу власти с обществом. Созданы общественные советы федеральных органов исполнительной власти. Сформирована законодательная база для деятельности региональных общественных палат. Одним из приоритетов проектов общественной палаты Российской Федерации проводимые в регионах, на которых выносятся на широкое обсуждение актуальные вопросы гражданского общества, проблемы, предложения и проекты, которые оказывают влияние на качество жизни тысячи наших граждан. Доверие к органам государственной власти формируется прежде всего через участие граждан в разработке, реализации и контроле решений, которые напрямую касаются качества жизни граждан. Ярким проявлением роста гражданской активности стало развитие добровольчества. 2018 год был объявлен годом добровольчества. Главная задача реализации национальных проектов поставлены амбициозные цели, достижения которых обеспечат нашей стране заветное улучшение качества жизни. Общественная палата Российской Федерации видит свою роль в формировании участия гражданских объединений, религиозных организаций, национальных и межнациональных организаций, широкого общественного альянса на упрочение общероссийского единства, нравственно-этического фундамента общественного и государственного организации. Уважаемые жители республики, разрешите от имени профсоюза поздравить вас с праздником весны и труда. Желаем успеха в реализации этих Муниципальное пленарное предприятие Якутская пассажирская автотранспортная компания. Директор Максимов Сергей Николаевич. ЯПАК – это автобусное предприятие, занимающееся перевозками пассажиров по городу Якутску и его пригородам. Существует с 1955 года. Слово предоставляется председателю Высшего совета старейшин ЭТЦЮБе Республики Саха-Якутия Люлии Николаевне Григорьевой. Города Лохтара, Переймайна, Заска Врагневина. Сейчас только прошла колонна птицефабрики, которые исполнили 50 лет. Себя и Республика Саха-Якутия
Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Республике Саха-Якутия Валерию Алексеевичу Жукову. Дорогие друзья, мир, труд, май, такие знакомые слова. Это праздник трудящихся и Общероссийский народный фронт, который объединяет общественников, инициативных людей, девиз которых «Не жди перемен, твори перемены». Дорогие друзья, в этот день хочу поздравить всех общественников республики, которые всегда вместе с трудящимися. 1 мая, ура! Авиаторам республики! Земле! Ура! Воздушный флот республики всегда, во все времена был и остается гордостью якутян. Это один из самых подвижных и незаменимых видов транспорта в нашем суровом краю, где половина территории благополучно доступна только воздушным судам. Авиаторам Якутии! Приветствуем участников праздничной демонстрации. Слово предоставляется секретарю Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», министру экологии и природопользования Мужского хозяйства Сахалину Ивановичу Афанасьевичу. Дорогие якутяне, жителям Сахалинского округа, от имени политической партии «Единая Россия» теплые поздравления с наступившим 1 мая.
Варсовуллах Илдархан, Күндүбилбен Булактырым, Тымускай, Мурат Булакталтауна Индистра, Рамита Хасуда Интернат, Гидигистинник, Гидине, Академик Коваляк. Дорогие горожане и гости столицы, от имени Якутской городской думы и от тебя лично сердечно поздравляю вас с этим прекрасным праздником, праздником весны и труда. Год концентрации и добрососедства – это особенно актуально. Ведь благодаря труду мы, якутяне, поднимаем экономику нашего города, республики, страны. Поэтому сегодня прекрасный день, сегодня прекрасная погода. Надо сегодня праздновать, идти на шашлыки. Сегодня мы, горожане, благодарны руководству республики за то, что руководство неустанно работает на благо всех горожан нашей столицы. Ведь столица